хороший учет, это очень важно. Школа новая, вот, хорошая, преподаватели интересные, оборудование стоит. Всего вам самого хорошего. Ингушетию с рабочим визитом посетил полпред президента страны в СКФО Александр Матовников. В случае подтверждения факта вандализма полицией будет возбуждено уголовное дело и приняты соответствующие меры для установления и задержания лиц, причастных к совершенному. Теперь глаз да глаз. Древние памятники архитектуры теперь под видеонаблюдением, организованы дружины. Должны быть, соответственно, те каска. Депутаты партии «Единая Россия» проверили ход реализации программы «Комфортная городская среда». Запускать салюты, петарды и прочую пиротехнику подобного типа можно на открытом пространстве, вдали от построек. Чтоб без пагубных спецэффектов, реализация новогодней продукции, в частности пиротехники, сегодня под вниманием надзорных органов. Точно так же, как и я, любой житель Ингушетии может прийти и найти кого-то из своих родных, близких, знакомых на этой выставке. Запечатленное время, 200 фотоснимков и столько же судеб нашего народа в годы депортации и адаптации. Здравствуйте, это новости 24. В Ингушетии с рабочим визитом находился полномочный представитель президента в СКФО Александр Матовников. Вместе с главой региона Махмуд-Али Калиматовым высокие гости побывали в новом детском саду на 220 малышей, который заработает уже с 1 января будущего года. Также они осмотрели действующую школу на 540 мест рядом с промжилбазой. Подробности у Ирины Цичуевой. Первым делом почетные гости приехали в Карабулакскую городскую клинику. Приспособленное под больницу здание построено в 1956 году. Всего здесь функционируют 2 отделения. Ветхие условия не позволяют медикам разместить больше коек и открыть еще одно отделение. Здесь кабинет ультразвуковой диагностики. Там у нас тоже стационарный аппарат, переносной аппарат. Нетранспортабельных на дому обслуживаем переносным стационарных пациентов здесь. В кабинете количество УЗИ. обращений увеличилось, да, по статистике? Да, да? количество Но обращений и пролеченных пациентов тоже увеличилось почти 3000. И по плану у нас 1986 пациентов. По факту за 11 месяцев пролечено 2 с лишним тысячи. Часть пациентов пожилых мы даже обслуживаем на дому, потому что у нас нет возможности для них здесь открыть отделение. В 2018 году больница закупила офтальмологическое и лабораторное оборудование для лечения и диагностики заболеваний. Все расположено в поликлинике. Да. Вспомогательное оборудование. У нас есть офтальмологический весь набор. В 2017 году приобретенный Оркомбайн есть. УЗИ-аппарат стационарной детской консультации, эндоскопическое оборудование. Александр Матовников и Махмуд-Али Калиматов посещают дошкольное учреждение. Детский сад «Сказочный мир» построен в Карабулаке в рамках реализации федеральной программы. Объект рассчитан на 220 малышей. Здесь созданы все необходимые условия для полноценного пребывания и развития детей дошкольного возраста. Детский сад должен заработать с января 2020 года. Это хорошие работники, у которых есть стаж работы, умеют работать с детьми, им нравится своя работа. Эту всю работу тоже мы вместе проделали. Вы видите, эти группы тоже они. Все это создавалось своими руками. Зарплата какая? Ну, получается, средняя зарплата, ну, такое учреждение 21 620 пару. Двухэтажное здание предусмотрено для 12 групповых подразделений, для сна, занятий играми. Кроме этого, еще и актовые, спортивные залы, музыкальный кабинет, столовая и пищеблок. У нас здесь находится 9 это ясельная группа, с 3 до 4, с 4 до 5 это средняя группа, и от 5 до 6 это старшая группа. Здесь это дети с 3 до 4. Почетные гости осмотрели также благоустроенную зону садика и оценили детские площадки. Тут есть некоторые моменты, ставите все, тут посмотрите еще. Хорошо. Ну что, вам успехов. Спасибо большое. Чтобы здесь действительно дети получили удовольствие, ну и мы тоже. Будем стараться. Да, да. Ну а наша дороги надо думать.
Далее по плану состоялось посещение Карабулакской 4-й школы на 540 мест. Образовательный объект отвечает всем необходимым стандартам. Александр Матовников и Махмуд Али Калиматов заглянули на урок по биологии. Вам хороший учет, это очень важно. Школа новая, хорошая, преподаватели интересные, оборудование стоит. Всего вам самого хорошего. Главное, хорошая оценка. Сейчас для вас это самое главное, чтобы уровень... Мы посмотрели и, ну, вот, может быть, видели, да, надеюсь. Поэтому было интересно действительно посмотреть и, самое главное, успехов. Далее почетные гости осмотрели условия, предусмотренные в общеобразовательном объекте. В школе успешно функционирует еще и дополнительное образование. К примеру, кабинет робототехники и электроники. Да, робототехника, реанимация. Здесь они работают, это все дети, которые занимаются в этой кружке. Вот ведет кружок наш класс. Это не Лидер может сказать, это визуальная программа, визуальное программирование Scratch. Дети собирают любую программу, которую им хочется собрать, допустим, откроет область программирования. Сейчас просто сама непосредственно программа, а это панель, где хранятся инструкции для их персонажей, допустим, и они собирают разные сложности. Учащиеся класса робототехники и электроники рассказали почетным гостям про свои возможности. Наглядно продемонстрировали, как работает эта система в деле. Ребята уже сами проектируют роботов. Когда мы замыкаем, отмыкаем цель, то есть подается ток, когда мы замыкаем, происходит движение, и лампочка, и двигатель работает. Вот потом я сейчас перешел на микроэлектронику. Это как бы светодиоды, плата Ардуино, и как все это устроится, программировать все это. В общеобразовательном центре предусмотрели и стоматологический кабинет. Здесь установлено самое современное медицинское оборудование. Здесь очень шикарное оборудование. Это кабинет стоматолога. Мы своих детей, все зубы. Стоматолог проходит, смотрит мультики, в этом комфортно не бывает, я так думаю. Также почетные гости оценили спортивные и музыкальные кабинеты, столовую и пищеблок. Лиза Сычоева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Социально-экономическое развитие Карабулака, на чем выстраивается этот процесс и что удалось достичь за последний год, говорили сегодня на совещании в администрации города под председательством полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Александра Матовникова вместе с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Жарида Халухоева с подробностями. Формирование благоприятного инвестиционного климата для устойчивого социально-экономического развития республики – основная задача, которую перед собой ставит руководство региона. Город Карабулак, как отметил полпред президента России в СКФО Александр Матовников, можно назвать примером их успешной реализации. На сегодняшний день здесь планируется строительство завода по переработке молока стоимостью 1 миллиард 250 миллионов рублей, а возведение торгово-логистического центра с общим объемом инвестиций в 1 миллиард 200 миллионов рублей уже близится к завершению. Довольно успешно развивается малый бизнес, на предприятии которого трудится более 500 человек. Вместе с тем, как и везде в республике, в городе Карабулак остро стоит вопрос необходимости кардинального снижения уровня безработицы. Вот как в целом в Северокавказском федеральном округе. Обращаю ваше внимание, что основной целью социально-экономического развития города является создание условий для улучшения жизни людей. Необходимо отметить, что в решении данной задачи были достигнуты определенные успехи, что подтверждается приростом населения города Карабулак за последние 7 лет почти более чем на 10 тысяч человек. Карабулак действительно можно считать лидером промышленного развития региона. Всего за несколько лет здесь ввели в эксплуатацию ряд крупных предприятий, в их числе завод по производству алюминиевых радиаторов, завод полимерных труб, а также завод по сбору монолитных конструкций. Их функционирование позволило обеспечить рабочими местами порядка 300 человек. Но вместе с тем, как отметил глава региона Махмуд Али Калиматов, властям города необходимо усилить работу по развитию социальной сферы. Конечно, проблем у жителей Карабулака немало, особенно в коммунальной сфере. Обеспечение инженерными сетями. Ощущается нехватка медицинских учреждений, школ, детских садов, но они будут в рамках нас проекта решаться. Но и многие жители нуждаются в жилье. Основным источником решения этой проблемы является реализация национальных проектов. Карабулак представлен в региональном
Проекты, входящие в национальные проекты демография, образование, культура, жилье и городская среда, экология и другие. В рамках реализации национальных проектов в городе также предусмотрена замена линий ветхих водопроводных сетей. Реставрировать предстоит и городской пруд, что в свою очередь позволит улучшить экологическую составляющую. Но главная цель дальнейшего социально-экономического развития Карабулака – это повышение качества жизни населения. Система образования города представлена 11 учреждений, 5 общеобразовательных школ и 1 гимназия, 4 детских сада, 2 учреждения дополнительного образования детей. Функционирует общеобразовательное дошкольное учреждение, является государственным хозяйством на балансе Министерства образования и науки Республики. Муниципальные общеобразовательные и дошкольные учреждения отсутствуют. Решить проблему с нехваткой ученических мест в городе сможет новый образовательный объект. Землю под его возведение уже определили. Строительство запланировано на 2020 год. Как, впрочем, и стройка 2 детских садов на 220 малышей. Вместе с тем, внимание властей требует и медицинское обслуживание горожан, точнее, место его оказания. Городская больница не соответствует требованиям безопасности. Так что в план развития города до 2024 года власти включат и реконструкцию имеющихся или строительство нового медучреждения. Больница, за исключением уникальных врачей, сама по себе больница, конечно, не соответствует. Поэтому это, конечно, надо решать. То же самое, что через культурно-проектный комплекс. Мы говорим о том, что это надо делать. Такие по экологии, то, что Махмуд Алим Шарикович сказал, что по свалке, которые существуют в этом городе, соответственно, тоже рекультивация будет решаться. Дороги. И генеральный план развития города. Мы говорили, что есть. Видно, что центральная часть города у нас спланирована хорошо, новые микрорайоны спланированы плохо, потому что совершенно не в шахматном порядке стоят дома, как они там появляются, что они там, как это происходило. Надо все с этим, конечно, разбираться. Завершая встречу, полпред напомнил собравшимся и о 75-летней годовщине празднования победы Великой Отечественной войны. Всем муниципалам необходимо привести в порядок памятники и символы победы. Жадат Хулхоева, Адам Далаков, Новости 24. Власти Горного Джейрахского района Ингушетии установили постоянное видеонаблюдение за местом, где вандалы разобрали на камне арочные проемы средневековых башен комплекса Бейни. Камеры с возможностью просмотра местности до 5 километров установили на месте вандального разбора так, чтобы просматривалась вся местность башенного комплекса. Также местные жители организовали собственную дружину для круглосуточного надзора за памятниками древней ингушской архитектуры. Напомним, что резонансный случай был зафиксирован накануне и получил широкую огласку. Сотрудниками полиции проводится проверка по факту обнаружения следов разрушения башенных комплексов. 15 декабря в 14 часов 20 минут в дежурную часть отделения МВД России по Джейрахскому району обратился 51-летний житель обслуживаемой территории с заявлением о том, что на объекте культурного наследия, находящегося в сельском поселении Бейни Джейрахского района, обнаружены следы разлома арочных проемов 3 жилых и полубоевых башенных комплексов. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. В настоящее время по данному факту правоохранителями проводится проверка. В случае подтверждения факта вандализма полицией будет возбуждено уголовное дело и приняты соответствующие меры для установления и задержания лиц, причастных к совершенному. Продолжаем информировать о реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». Напомню, он рассчитан до 2024 года. Всего на эти цели из федерального бюджета на регионы будет выделено 269 миллиардов рублей. Сегодня в Ингушетии депутаты Горсовета фракции «Единая Россия» проверили 3 объекта на Сыркорте – школу, детский сад и футбольное поле. Есть ли замечания, узнаем у нашего корреспондента. Они должны быть, соответственно, Охрана труда, безопасность работников на стройобъектах, качество строительных материалов согласно ГОСТу и регламенту, а также проверка документов, подтверждающих их пригодность. Эти и другие вопросы интересовали депутатов Горсовета в ходе инспекционной поездки. Они посетили строительную площадку, где возводится общеобразовательное учреждение на 720 мест и по плану будет завершено в декабре 2020 года. Качество бетона, качество материала, малыш, соответствие структуры. Полностью анализ бетон отчет, кубики 370, 380 бетона.
строительстве школы, строящейся с опережением графика, все же присутствуют нарушения, как отметил председатель горсовета города Назрань Юсуп Богатырев. Например, отсутствует документация, подтверждающая качество поставляемого бетона. Устранение этих недостатков обязательно в срочном порядке, как отметили депутаты. Здесь же вспомнили о новой школе в Магасе, чьи сроки открытия срываются вот из-за таких нарушений, выявленных уже после сдачи объекта. Не знаю, как получится. Сейчас мы другие округа обойдем. Объект, который также строится в рамках национального проекта «Демография», футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками, обратил на себя внимание депутатов темпами и качеством проводимых работ. И неудивительно, помимо проектной укладки покрытия, предстояла еще задача вынести 12 тысяч кубов грунта, завести щебень 6 тысяч кубов, установить освещение, забор и дренажную систему. В итоге открытие футбольного поля состоится 21 декабря. Я был от себя готов. Завершая инспекционную поездку, депутаты также посетили новое дошкольное учреждение на 220 мест. Здесь полным ходом идут отделочные работы. Нарушений нет. Соблюдены все требования к безопасности и качеству стройматериалов. Паспорт объекта привлек внимание городских властей, ну и нашей съемочной группы отсутствием даты окончания работ. Но такая неопределенность в сроках произошла не по вине подрядчика. Как вы видите, тут проходит высоковольтная линия. Вот они не могут делать крышу, а перенос этой линии, это зависит не от них. И поэтому чуть-чуть с опозданием графика, но, как видите, работа тут выполняется на очень хорошее качество, проверяли. Инспекционная поездка состоялась по поручению главы региона в рамках установок председателя правительства Дмитрия Медведева, призвавшего акцентировать внимание на национальных проектах. В первую очередь проверять объекты, стоящие по нас проекту. И, как вы знаете, по национальному проекту построено очень много объектов. И поэтому приоритет проверок будет делаться именно в этом направлении. Как отметили собравшиеся, ход строительства объектов, качество строительных материалов и выполняемых работ и дальше будут контролироваться. А тем, кто своевременно не устранит выявленные нарушения, грозят серьезные штрафы и нелестная репутация. Шарадат Кулухоева, Адам Мелешков, Магомед Дедигов, Новости 24. Подача электроэнергии в Малгобекском районе полностью возобновлена. Напомним, накануне из-за отключения воздушной линии Плиево-Вознесеновская-2 с отпайкой на подстанцию Чулуки без света остались более 50 тысяч человек. Но благодаря слаженной работе аварийной бригады электричество вернулось во все дома в селении Верхние, Средние и Нижние Чулуки уже к 9 часам вечера. Произошло отключение линии 129, 110 киловольт, питающей подстанцию Плиево-Вознесеновская-2. Значит, первая защита, токовая защита нулевой последовательности ТЗНП. Значит, выехавшая бригада, значит, в кратчайшие сроки ликвидировала, значит, включение линии. В 2020 году Россия перейдет на электронные трудовые книжки. Соответствующий закон подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. По закону работодатели обязаны до 30 июня 2020 года письменно уведомить сотрудников о соответствующих изменениях. В свою очередь, работник имеет право выбора между бумажной или электронной версией трудовой книжки. Пиротехника к Новому году. Как не обжечься контрафактом? В Сунже сегодня сотрудники МЧС, Роспотребнадзора и уполномоченные участковые совместно с представителями мэрии города провели рейд по основным торговым точкам, реализующим новогоднюю продукцию. Проверяли надлежащие условия ее хранения, наличие необходимой документации. Репортаж Микаила Тангиева. Ну, там потом проверим. Мы пройдемся по рынку. Да, обычно вся новогодняя продукция на центральном рынке Сунжи сосредоточена на уличных рядах и в павильонах. Но вот только пиротехники на прилавках сегодня почему-то не видно. Кто-то скажет, еще рано, ведь до праздника почти 2 недели. Однако дело в другом. Просто администрация рынка установила ограничения по продаже пиротехнических изделий. Но вот вопрос, на законных ли основаниях?
Лицензия Бали, это вы не имеете права, администрация рынка не имеет права запрещать. Вы должны отвести специальные места для торговли пиротехническими изделиями. Нет, на территории рынка вот МЧС определить ее, на какую отдаленность от основных рядов там, и так далее, и так далее. У каждого свои требования. Запрещать мы не имеем права. Все же отсутствие запрета на продажу не освобождает от соблюдения соответствующих условий по месту продажи. Предновогодний спрос на технику обязывает комиссию сегодня выйти на очередное рейдовое мероприятие. Мы находимся сейчас в центральном рынке. Здесь у нас обозначено одно место, где можно торговать пиротехническими изделиями. Вот это сзади нас. На сегодняшний день пока таких изделий нету в продаже. Но с 20-х числа они массово будут. Вот у нас одно место обозначено. Ну и по требованию МЧС мы должны были удалить их от основных рядов, но так свои требования согласно нормативу. Вот согласно этим нормативу определили сегодня. Следующая точка – магазин с пиротехникой. Первым делом комиссия обращает внимание на разрешительную документацию, проверяет производителя и срок годности товаров. Сотрудники МЧС, в свою очередь, проводят небольшой инструктаж с продавцом. На каждую пиротехническую продукцию должен быть сертификат соответствия. Здесь указан номер пиротехнической продукции. Этот номер должен также указан на сертификате. Да. Хорошо. То есть здесь есть инструкция завода-изготовителя. Здесь указаны сроки. К слову, Зарема Илиева только недавно привезла эту продукцию из Ростова и даже не успела толком все распаковать. Она не в первый раз реализует пиротехнику у себя в магазине и прекрасно понимает, кому можно продавать новогоднюю атрибутику, а кому еще рано. Дети приходят только с родителями, потому что я им объясняю, где что, вот, чтобы не было проблем в дальнейшем. Дети все-таки, они же не это самое. А со скольки лет вот можно вообще продавать? Я их продаю только с родителями, если что. Они приходят с 12, после 12 лет, с 13 лет уже, я думаю, можно, да. В мире было скучно, пока китайцы не изобрели порох, гласит известный афоризм. И действительно, фейерверки сделали наши праздники веселее и ярче. Но в то же время даже самая безобидная хлопушка является объектом повышенной опасности. Поэтому, чтобы не омрачить праздник, необходимо соблюдать ряд простых правил противопожарной безопасности. И начинать нужно уже с покупки. Необходимо обращать внимание на коробку, на целостность коробки, чтобы не было никаких порезов. Также необходимо обратить внимание на фитиль пиротехнической продукции, чтобы наличие фитиля, чтобы он был достаточно длиной. Региональный Роспотребнадзор напоминает, любой бракованный пиротехнический товар может привести к непредсказуемым последствиям и навредить здоровью. Поэтому при покупке пиротехники лучше всего обратить пристальное внимание на наличие всех документов на данную продукцию. Сегодня найденная продукция, она сопровождалась сертификатами о соответствии, была маркирована соответствующим образом, знак обращения на территории Таможенного союза, инструкция на русском языке, то есть продукция полностью соответствовала требованиям технического регламента о безопасности пиротехнической продукции. В случае отсутствия у продавца сертификата либо декларации о соответствии, ему грозит штраф от 10 тысяч рублей. Поэтому пиротехнические изделия рекомендуется покупать только в специализированных магазинах, чтобы вместо красочных залпов не получить от нелегальной продукции совсем другие впечатления. Запускать салюты, петарды и прочую пиротехнику подобного типа можно на открытом пространстве, вдали от построек. Фейерверк необходимо плотно закрепить на ровной местности, где рядом нет деревьев или не электропередач. Затем поджечь фитиль и отойти на безопасное расстояние. При соблюдении всех этих правил удастся избежать непредвиденных ситуаций, ну а праздник получится по-настоящему ярким. Михаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Сегодня День ракетных войск стратегического назначения. Они были созданы по решению правительства СССР. Сегодня это главный компонент стратегических ядерных сил страны. Они находятся в постоянной боевой готовности, а на их основном вооружении состоят ракетные комплексы 4-го и 5-го поколений. Стратегия развития подразделения на ближайшее время предусматривает прежде всего поддержание боевой готовности существующей группировки войск, максимальное продление сроков эксплуатации ракетных комплексов, а также развитие системы боевого управления войсками. Запечатленное время. Фотовыставка по таким названиям открылась в научной библиотеке ИНГУ. По снимкам можно проследить историю жизни представителей нашего народа в годы депортации и после возвращения на родину. Экспозицию уже посетила наш корреспондент Дана Плиева.
Порядка 200 фотоснимков, где запечатлены представители нашего народа во времена депортации и на родине в 50-е, 60-е годы 20-го столетия. Основная часть выставки включает в себя фотографии из личных дел работников Фрунзенского завода. Лишь у немногих сохранились снимки, кого-то из них уже нет в живых, но эти фотографии – отражение той непростой жизни наших родственников, близких, знакомых за пределами родины. Каково было мое удивление, когда на этой фотовыставке я увидела фотографию своей бабушки, Евлоева Хадижат Абдул-Агаповны, потому что я не знала, что она была одной из сотрудниц завода. Об этой части биографии она никогда не рассказывала, когда была жива. И точно так же, как и я, любой житель Ингушетии может прийти и найти кого-то из своих родных, близких, знакомых на этой выставке. Такое большое количество сотрудников и числа ингушей на заводе – заслуга Джабраила Картоева. Его фотопортрет также украшает стенд. В дни, когда оказавшиеся в депортации люди практически не могли найти работу, он, фронтовик-орденоносец, занял во Фрунзе пост директора и активно помогал своим землякам, делится родственник Картоева, Берснако Газиков. Я это так прошел, не всех. Есть, которые родственники, близкие здесь, наследные, которые, может быть, я и не посмотрел, не успел еще посмотреть. Алхамдулилlah. В любом случае, все эти люди заслуженные люди. Они наше прошлое, это наше прошлое. Это заодно и будущее. По случайному совпадению человека, активно занимавшегося поиском этих снимков, зовут таким же именем. Они найдены известным ингушским краеведом Берснако Газиковым в государственных архивах России и Киргизии. Кропотливая работа, как отмечает он сам, заняла почти 2 года. Поездка была успешной. Но, как обычно бывает, мы, конечно, поработали, но всегда остается желание вернуться опять в те же архивы и посмотреть больше, потому что в течение месяца порой бывает невозможно выявить все, что там есть, и поэтому есть надежда и желание опять поехать, опять поработать и опять привезти новые материалы. Мы должны знать, чем жили наши деды, отцы, матери, наши родственники. Просвещение и напоминание. Мне кажется, это главное, что мы хотели этой выставкой сказать. Просвещение, чтобы люди знали, и напоминание, чтобы не забывали и знали, как вести себя в этих трудных жизненных ситуациях, как наши предки выживали в этих ситуациях, и брать с них пример. Стенды украшены снимками и других наших соотечественников, занимавших во время депортации видные руководящие посты. В архиве были документы, связанные с преподавательской деятельностью Дашлако Мальсагова и Тамары Тонтова-Мальсаговой. Оба они работали в Киргизском университете. Кстати сказать, Дашлако Мальсагов был единственный профессор в этом университете в то время, 1951 год. Поэтому мы привезли личные дела и Дашлако, и Тамары Тонтовны. Сама фотовыставка разделена на 2 части. Вторая состоит из фотографий, сделанных в ингушских селах в 1960-х годах. Мероприятия властных органов включали в себя создание в населенных пунктах примирительных комиссий из местных авторитетных старейшин и партийных функционеров, сельские сходы, на которых осуществлялось публичное примирение кровников. На стендах запечатлены моменты, когда создавались по приезду, после реабилитации, после депортации нашего народа обратно на родину, создавались комиссии примирительные, чтобы люди убрали кровные мести, которые были до выселки, чтобы вместе начали уживаться. И на этих выставках запечатлены Малгобекский район, Ачулки, Сурхахинский район, Назрановский район. В Бишкеке Берснако Газиков также выявил редкие кадры кинохроники 1956 года, где запечатлены наши земляки, работавшие шахтерами. Фрагменты фильма, как и саму фотовыставку, смогли оценить и студенты Ингушского госуниверситета. Выставка довольно, так сказать, интересная, потому что история, которая несет малый вклад. У нас нет сохраненных данных о депортации, нет ничего, что мы могли бы прочувствовать. А сегодняшняя выставка, можно сказать, она меня поразила. Есть, показано, были люди, есть люди, остаются люди. Не знаю, как это передать словами, но чувство прям не передать.
Выставка проходит в холле научной библиотеки, продлится до 24 декабря, и ознакомиться с ней сможет любой желающий житель или гость республики. Дана Плиева, Джамалил Тамасханов, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.